эта информация подтвердится, и если она будет заложена так на долгосрочную перспективу, а не какие-то сиюминутные моменты, которые связаны с тем, что произошло в овальном кабинете в пятницу, это будет означать, что уже публично, демонстративно Соединенные Штаты Америки или администрация Трампа занимает российскую сторону в этой агрессивной войне, которую заняла Россия. Но в то же время я хочу напомнить, что любая истерия антитрамповская, антиамериканская или любая, она не приводит к конструктиву. Мне кажется, нам все равно нужно дождаться до окончательных выводов, которые должны сделать Конгресс. Вы знаете, что США, там институты и страна, она все это создано с тем, чтобы всегда есть какие-то противовесы. Да? И Трамп однозначно, он единолично не может решать такие вопросы. Тем более, это вопрос касается уже, вот закон не имеет обратной силы. Конгресс уже подтвердил эту помощь. И сегодня речь идет о помощи, которая уже поступает в Украину по решению предыдущей администрации, администрации Байдена. И поэтому тут в юридическом отношении Конгресс не может отменить свое предыдущее решение. Тем более юридически это будет неверно. Но это займет определенное время. Да, сейчас это будет подаваться в суд, суд это будет рассматривать, это займет определенную паузу. Катастрофа это для Украины. Да, это нежелательный момент, но это не катастрофа. Я думаю, что на сегодняшний день администрация Байдена еще тогда, после поражения выбора, она сделала больше, чем они сделали в течение вот своей всей каденции, когда началась война. И сегодня я думаю, что Украине достаточно оружия, которое они могут использовать в отражении российской агрессии определенное время. А к этому времени я уверен в том, что вот все эти вопросы касательно юридических аспектов, юридически это законно или незаконно, это. И, кстати, еще нужно, не будем забегать вперед, еще официально Белый дом не подтвердил эту информацию. Это то, что сбросили нам средства массовой информации. Как правило, конечно, утечка происходит, но все равно нам нужно дождаться до выступления на Конгрессе президента США Дональда Трампа. Ахмед Халидович, но можно ли тогда считать это элементом шантажа все-таки тогда и давления на Украину, учитывая инцидент снова-таки в овальном кабинете, чтобы как бы Украина пошла на условия тогда, получается, как Российской Федерации, потому что мы все время слышим о том, что только Украина должна пойти на какие-то уступки, а на какие уступки должна пойти российская сторона, а со стороны Трампа и его администрации мы не слышим. Ну да, дипломатически это можно назвать давлением на Украину с тем, чтобы они согласились на перемирие. А на самом деле это просто банальный шантаж. Это посягательство на суверенитет Украины, независимой Украины. Предлагать сегодня или даже делать такие пробросы относительно того, что нужно проводить выборы, Зеленского нужно заменить и прочее, прочее, это не что иное, как посягательство на суверенитет украинского государства. Что делает, кстати, и Путин тоже. Это же, если бы эта инициатива, идея исходила бы сегодня только от Белого дома или от представителей администрации президента Трампа, тогда еще можно было, но мы знаем, с этого Путин начал войну в 2022 году, объявив о том, что он денацифицирует Украину и проведет демилитаризацию. Это значит уничтожит украинский этнос и разрушит украинское государство. А сегодня требовать от украинцев, ведущих войну, проводить выборы, это из этой же области, это посягательство на внутренние дела Украины. И тем более, которые противоречат Конституции, украинской Конституции и законам Украины. И поэтому, конечно, это выглядит очень, очень неприятно и нелицеприятно. Но надо сказать я хочу отметить один момент. В политике, когда морально-нравственные аспекты
уводят в сторону, это получается моральное уродство. К большому сожалению, мы сейчас наблюдаем именно это, и весь мир это так и воспринимает. То, что происходило и в овальном кабинете, и то, что после этого продолжается. Вот так называемый открытый шантаж на Украину, которая отстаивает свое право на жизнь, на независимость, на свободу. И в этой ситуации занимать сторону агрессора, конечно, это аморально. Вы сказали, что есть система все-таки противовеса, да, и мы слышим заявления, вот в частности бывший советник Трампа Болтон тот же говорил о том, что и Венсу и нужно будет уйти, и Рубио в отставку, и были такие заявления, но тем не менее, как вы считаете, ну, Трамп имеет сейчас большинство в обеих палатах, да, то есть полный контроль, ну, то есть это может иметь какие-то последствия, то есть его вот эта вот политика, которую он проводит? Я поэтому и исхожу из того, что вы не забывайте, что мы не должны забывать, что очень скоро должны состояться выборы. Да? И, естественно, и Трамп, и Уэнс, и администрация, в частности, партия республиканцы, они должны будут ориентироваться на настроение людей. То, что обещал Трамп в предвыборной кампании, закончить войну, это не означало, да, и большинство американцев это поддержали, но это не означало, что Америка станет на сторону России и будет оказывать давление на Украину с тем, чтобы она смирилась с оккупированной, чтобы согласилась потерять оккупированные территории. Это совершенно разные вещи. Добиваться мирного решения и добиваться и требовать капитуляции. А сегодня то, что мы наблюдаем, от Украины и от руководства Украины требуется капитуляция, полная капитуляция с тем, чтобы виновные военные преступники ушли от ответственности. Первое, что за этим последует, легитимизация Путина, человек, который объявлен международный розыск. Страна, которая находилась в международной изоляции, эту страну вытаскивают снова и освобождают ее от тех последствий, которые она заслуженно имела в результате вот этой агрессии. И поэтому все эти моменты, я думаю, будут рассмотрены и общественным мнением, и американским обществом. Они тоже наблюдают за этими процессами, и я уверен в том, что вот именно это может являться сдерживающим фактором, чтобы повлиять на поведение сегодняшней администрации относительно Украины и вот относительно их отношения к России и к военному преступнику Путину. Хамид Халидович, а что вы думаете о самом инциденте в овальном кабинете? Мнения разнятся. Кто-то говорит о том, что якобы нужно было нам больше дипломатии, больше соглашаться, а кто-то говорит, все верно, потому что ничего бы не изменилось, и все это было заранее спланировано, и все равно такая же ситуация бы возникла, скажем так, и за закрытыми дверями, да, вот, и, в принципе, многие расценивают это просто, что как Украину хотели вот принудить к капитуляции в данный момент. Как считаете вы, что произошло в овальном кабинете, по вашему мнению? Евгений, чтобы не вдаваться так открыто в конспирологию, я вернусь к нашему опыту. С Россией, правда, это было. И вот то, что сегодня мы наблюдаем, кто возглавил овальный кабинет и кто сидит в Кремле, схожесть их позиций по очень многим вопросам, это абсолютно очевидно. И поэтому я думаю, что вот этот наш опыт, он будет здесь уместен. 96-й год после гибели, после убийства, политического убийства Джохара Дудаева, ОБСЕ организовала нашу встречу в Кремле. Наша делегация вылетела туда с тем, чтобы подписать перемирие в канун предстоящих выборов в России, российского президента. И в этот период, и в этот момент мы просчитывали варианты. Я не знаю, команда Зеленского просчитывала вот такой вариант, что с ними могут так поступить. Но мы со своей стороны тот период тогда просчитывали, что возможно вот такой сценарий. Нас демонстративно пытались усадить за стол и представить вот конфликт, войну между Россией и
Чеченская республика, Ичкерия, как внутренний конфликт между чеченскими. В одну сторону стола посадили марионеточную фигуру, которую они поставили в результате агрессии Завгаева, а нас хотели посадить напротив Завгаева, и Ельцин, как председательствующий, принимающий стороны, должен был нас развести и примирить чеченцев между собой. И, конечно, вот этот сценарий, он просчитывался, что это возможно. И мы были готовы к тому, что если такое произойдет, что мы оттуда попытаемся уехать. Хотя у нас не было, у нас были просчитаны варианты, что просто мы не долетим или не долетим до Москвы, когда летели с Ингушетии, или мы обратно не прилетим. Любая авиакатастрофа, все что угодно, потому что практически, исходя из этого, был сделан, или нас отравят такими долгодействующими ядами. Это тоже у нас, мы понимали, что это возможно. Но получился тот сценарий, который абсолютно повернулся обратно, имел эффект для Ельцина. Он взял нас в заложники, не дав нам вылететь после того, как мы не согласились воспринять войну как межчеченскую войну, Ельцин был вынужден сесть напротив нашей делегации и обсуждать вопросы перемирия. А более того, после этого он вылетел в Чечню, оставив нас заложниками в Москве. И это, конечно, выглядело очень стыдно. И вы знаете, все точно так же, как и в Белом овальном доме, все было обставлено камерами. Это все вот то, что Ельцин нас сажает перед Завгаевым, и мы в униженной форме просим Ельцина, великого царя России, примирить нас. Вот этот сценарий должен был быть зафиксирован и показан в предвыборную кампанию Ельцина как человека, который добился примирения между чеченцами. Но когда этот сценарий не сработал, они пошли по другому варианту. И они сами выложили эти ролики. У нас не было ни камер, это их кремлевская камера была. Но они потом решили это выложить, показать, что Ельцин, вот какой он договороспособный. И вот исходя, я вот наблюдал за прямым эфиром в Белом овальном доме, и меня сразу же отбросило на лет 30 назад, 25, то, что происходило в Кремле. Это один к одному, по моему глубокому убеждению, было инсценировано с самого начала. Никто не собирался разговаривать с Зеленским, никто не собирался обсуждать вопросы, связанные с перемирием, и узнать позицию президента Украины. Президент Украины действительно вылетел туда с тем, чтобы и подписать вот это экономическое соглашение, и с тем, чтобы довести до администрации Трампа позиции Украины, на каких условиях можно добиться мира. И почему это необходимо и важно, чтобы страна, которая выступает в качестве посредника, понимала, с кем и с чем она имеет дело. А не то, что не те картинки, которые, или не те позицию, которые Путин и его делегации озвучивали российской делегации, когда они встречались в Саудовской Аравии. Нужно было выслушать сторону. Но мы понимаем сегодня, и это очевидно, когда мы еще раз просматриваем, что никаких таких намерений в Белом доме не было. Они это срежиссировали и добились того, что в конечном итоге с позором или попытались опозорить и выставить украинскую делегацию из овального кабинета. На самом деле это имеет обратный эффект. И сами американцы, и весь мир, который наблюдал за этим, они это и восприняли не как поражение и не как позор Зеленского или его команды. Это все всем миром воспринято как позор Америки и американской администрации, которые начали таким образом добиваться благодарности за то, что они помогли жертве. И самое главное в этом вопросе, когда недвусмысленно президент озвучивает: вы с Байденом начали войну. Он обвиняет Зеленского и Байдена в том, что Путин совершил агрессию. Путин совершает массовые убийства. Путин нарушил всевозможные принципы и нормы международного права. Путин разрушает всю конструкцию стратегической безопасности, которая была выстроена на континенте, на земном шаре или европейском и евроатлантическом альянсе, выстроена благодаря и Соединенным Штатам Америки. Все это разрушает
и разрушил на самом деле. Вся эта война, агрессия против Украины была направлена на разрушение вот этой структуры, которую выстроили Соединенные Штаты Америки. И почему американцы в самом начале войны и поддержали Украину в их войне? Потому что они понимали, что это посягательство на стратегическую безопасность во всем мире. И что Украина сегодня защищает интересы не только своего государства и своего народа, но и всего цивилизованного мира. Именно этот месседж пытался донести Зеленский Трампу и его администрации. А во что это обернулось, или во что это обернули те, кто инициировали и срежиссировали этот балаган, мы наблюдаем сейчас. Ахмед Халидович, вы провели параллели, да, вот с вашей ситуацией, и сказали, что вы тогда рассматривали разные варианты, вплоть до того, что вы могли не долететь и не вернуться назад, и отравить ядами, да, вас могли. Скажите, пожалуйста, сейчас мы слышим от Илона Маска, что Зеленский должен уйти, Зеленский должен уехать в какую-нибудь нейтральную страну. Кроме этого, сам Трамп сказал о том, что тот, кто не хочет мира, долго не задержится. Это как понимать, как воспринимать? Это как угроза или как? Вот именно... Я в начале нашего разговора сказал о том, что это вызов украинскому народу, героическому украинскому народу, который ведет борьбу за свою независимость и свободу. И сегодня диктовать этому народу условия, что они должны сделать и кто ими должен руководить, это и есть то, о чем мы говорили, когда выводят из политики морально-нравственные аспекты, это превращается в моральное уродство, что мы и наблюдаем. Да, это можно трактовать и так, если когда опять-таки наши параллели, почему Россия не заключила перемирие или даже рамочное перемирие и соглашение при жизни Джохара Дудаева. Именно потому, что он стоял в начале войны, и эта война была направлена на то, чтобы сменить существующий формат власти Чеченской Республики. И Россия не могла пойти на какие-то перемирия, не достигнув этой цели и этой задачи. Сегодня Россия, Путин и его команда, они открыто заявляют о том, что цели и задачи, поставленные перед так называемой СВО, войной, агрессии против Украины, они не поменялись. Они должны добиться этих целей. Это говорит о том, что они должны поменять существующий формат власти. В какой форме и каким образом это они сделают, это другой вопрос. Да? Сегодня можно, объявив перемирие и столкнуть политические силы внутри Украины и добиться разрушения изнутри этой страны и этого государства. Да? Этот момент Путина устраивает. Но его не устраивает окончание войны, его не устраивает результаты, которые они сегодня достигли. Потому что они недвусмысленно заявляют, что задачи, поставленные перед СВО, они не достигнуты, и они не прекратят войну до достижения этих целей. Вот одна из этих целей – это избавиться от президента Зеленского, живого или мертвым, живым или мертвым. То, что вот и озвучивает сегодня американская администрация, заявляя о том, что необходимо, чтобы Зеленский ушел в отставку. Вот позвольте, я уточню здесь, потому что известно, что Владимир Зеленский несколько раз подвергался покушениям на его жизнь. Имеется в виду, что сейчас угроза его жизни, она возросла? Я уверен в том, что она возросла, во много крат возросла. Поэтому мы, имея опыт вот этих переговоров и перемирий, когда они сопровождались политическими убийствами наших лидеров, и сегодня, когда Америка занимает абсолютно пророссийскую позицию в этих вопросах, угроза безопасности президента Украины, она, конечно, в несколько раз увеличилась. Да? И поэтому я уверен, я призываю и украинский народ, и службу безопасности президента Украины быть более ответственными именно в этот период и именно сейчас, когда однозначно сегодня становится ясно, кто чью позицию занимает. Но мы еще убедимся после его выступления на Конгрессе и решение Конгресса, одобрит ли действия и поведение Трампа в этой ситуации. Сегодня рассматривать вопрос, требовать извинения за что?
За что требовать извинения? И за что должен извиняться президент Украины, которого пригласили и попытались публично пожурить, побить, опозорить, унизить и требовать от него абсолютно непонятно что. Вот за что он должен извиняться? В этой ситуации, да, безусловно, Украина и украинское руководство, они должны попытаться выправить эту ситуацию. И что в этой ситуации возможно? Никаких извинений не должно быть, но должен быть официально приглашен Трамп в Киев. Пусть приедет, прилетит, увидит, узнает, если он хочет добиться мира, и если он выступает в качестве как бы посредника, он должен сначала увидеть все воочию в этой стране, что сделано, что происходило, выслушать людей. Если он не хочет выслушать и иметь информацию от Владимира Зеленского, пусть пообщается с людьми, с народом, с украинским, которые прошли через Бучу, через Ирпень и через весь ужас, который Путин и Россия сотворили в этой стране. И тогда можно будет вот это, и будет налаживание отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. И вот Соединенные Штаты увидят, во что они вкладывались, во что и кому они помогали. И вот это будет окончательным разрешением взаимоотношений Америки и Украины. И поэтому я думаю, что пригласить Трампа в Киев – это самый лучший вариант для того, чтобы сгладить ситуацию. Ахмед Халидович, так приглашали же Трампа в Украину, да, и как это, на этой встрече Джей Ди Венс сказал, что он видел, что в Украине происходит через интернет, да, скажем так, ну вот Владимир Зеленский же акцентировал, вы приедьте и своими глазами все увидите, посмотрите. Имеется в виду, что если говорить дальше, вот в США говорят, вы, мол, уступите свои территории и в обмен получите гарантии безопасности. Мы видим, что на это все Украина не идет, плюс есть поддержка Европы. То есть те намерения, которые есть у Трампа, как можно скорее завершить войну, у него не выходят. Можно ли говорить, что он себя таким образом загнал в тупик? Ну, то есть и как он тогда будет выходить из этого тупика? Вот он нашел самый выход, самый удобный и легкий выход для себя. Обвинить во всем Украину и занять сторону агрессора. Вот примет ли американское общество вот позицию руководства Белого дома? Вот это другой вопрос. А на самом деле, на сегодня, вот на данный момент, вот когда мы с вами разговариваем, Трамп и администрация Белого дома, они заняли абсолютно российскую сторону в этой войне. А вот как будет развиваться событие дальше, мне кажется, это больше уже внутренний вопрос самого американского общества. Последуют они вот этому направлению, которое определил Байден, вернее, который определил Трамп сегодня, находясь во главе Соединенных Штатов Америки? Если говорить о том, как будет действовать Российская Федерация, в российских СМИ пишут о том, что Кремль готовит самую большую эскалацию с начала войны. Украина может быть полностью обесточена на длительное время, и речь идет о тотальном разрушении энергосетей, а не точечных ударах, как раньше. В нашем управлении, главном управлении разведки говорили о том, что Россия готовит атаки и одновременно может запускать около 500 шахедов. Вот как вы считаете, ну то есть сейчас как будет действовать Кремль? Чего ожидать у украинцев? Да, нужно быть готовым именно к тому, что докладывает военная разведка Украины. Да, конечно, Путин воспользуется этой ситуацией, когда американцы заняли позицию России в этих вопросах, я имею в виду администрация. В любом случае, то, что мы публично наблюдаем, мы не знаем, какие планы Б, что они имеют и что они подразумевают, но то, что открыто сегодня находится за столом переговоров, это Америка заняла абсолютную сторону России. И в этой ситуации, конечно, с одной стороны, это опять продолжение давления на Украину, с тем, чтобы для Путина нужно главное, для него необходимо уйти от ответственности за те злодеяния, которые они совершили, уйти от компенсации моральных, материального ущерба, нанесенного Украиной, и, конечно, узаконить оккупированные под юрисдикцию на оккупированных территориях. Вот чего сегодня и Соединенные Штаты требуют от Зеленского и от украинского народа.
Будет это сделано или нет? На мой взгляд, это не допустит и Европейский Союз, и та коалиция, которая сегодня формируется вокруг Украины. Потому что они понимают, если стратегическая безопасность до сих пор, до сегодняшнего дня была ориентирована на Соединенные Штаты Америки, то они сегодня увидели, что Россия, перестав существовать как Советская империя, она сегодня превратилась в сырьевой придаток для Запада, а для Запада главное это зарабатывание денег. Особенно сейчас, когда, вы помните, уходящий президент Байден, как сказал о ситуации, что демократия, американская демократия находится под большой угрозой, потому что к власти в Соединенных Штатах Америки пришла олигархия. Для олигархии самое главное – это зарабатывание денег. Они видят мир в другом контексте. Они руководствуются принципами не права, не силы права, а права силы. Вот к чему сегодня пришла администрация Соединенных Штатов Америки. И вот понимание этого возросло в умах европейских стран, лидеров европейских стран. И именно саммит, который прошел несколько дней назад в Лондоне, он подтверждает позицию большинства европейских лидеров, которые должны взять судьбу в свои руки и беспокоиться о своей безопасности самостоятельно, не опираясь не рассчитывая исключительно на Соединенные Штаты Америки. Потому что вот выборы последние показали, что в Белом доме могут оказаться люди, которые не разделяют вот все те общечеловеческие ценности, на которых выстраивалась вот эта вся стратегическая безопасность Евроатлантического союза. И вот это идет разрушение. И поэтому сегодня я думаю, что Путин использует все возможное, чтобы попытаться склонить Украину к капитуляции. Позвольте, я уточню относительно Европы. Туз говорил, Европа проснулась, даже если остановится помощь военная Соединенных Штатов Америки. Имеется в виду, как быстро сможет тогда реагировать здесь Европа, и можно ли тогда утверждать, что Европа будет до конца с Украиной, и ситуация, знаете, не безнадежная. Абсолютно. Я поэтому говорю, ситуация не безнадежна. Если даже, давайте исходить из того, если даже самый худший сценарий, Путин сегодня овладел бы всей Украиной. Никогда украинский народ после всего, что произошло между Россией и Украиной, не смирится с этой оккупацией. Будет продолжаться другая форма войны. Если для усмирения Чечни и для уничтожения партизанской войны на территории 14,5 тысяч квадратных километров России потребовалась вся помощь со всего международного сообщества и 10-12 лет, официально и неофициально 20 лет. Вот можете себе представить, в какой ситуации окажется Россия, оккупировав украинцев или украинское государство. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Украина победит в этой войне. У меня нет никаких сомнений в том, что западный мир, даже вот сегодняшние Соединенные Штаты Америки, они не позволят сегодняшней администрации всецело занять сторону российского агрессора. Европейский континент, зная, что следующими будут они не допустят и не позволят, чтобы Россия добилась тех желаемых результатов, с которыми она развязала эту войну. И поэтому я верю, и я абсолютно и от имени тех наших подразделений, которые сразу же после пятницы выступили с открытым обращением в поддержку президента Зеленского и украинского народа, мы будем продолжать. И я уверен, что люди, которые сегодня до сих пор, которые даже отсиживались в Европе и в других странах, не вступая в добровольческие подразделения или в иностранный легион Украины, активность усилится и увеличится, потому что сегодня это настолько несправедливо, то, что происходит, и то, что пытается навязать сегодня администрация Соединенных Штатов Америки Украины, это настолько несправедливо, потому что несправедливо, и что люди доброй воли, независимо как они относились к украинцам до этого момента, сегодня они очнутся и будут поддерживать Украину в их священной войне за свободу, за независимость и Украины, и всего цивилизованного мира.